В этом выпуске программы «Главный четверг» будем говорить о столице, о том, как Сухум готовится к турсезону. У нас в гостях заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба. Отдельное внимание уделим вопросам благоустройства, озеленения и развитию транспортной инфраструктуры. Константин Даурович, здравствуйте. Добрый день. Константин Даурович, начнем, наверное, с того, с какими задачами город вообще подходит к началу туристического сезона. Он не за горами? Да, как известно, весенняя пора — это подготовка к курортному сезону, и администрация города, и все ее службы в усиленном режиме занимаются подготовкой города для приема гостей. Это, как обычно, обрезка деревьев, высадка новых деревьев, однолетних, многолетних кустарников, насаждений разного типа. Далее, мы работаем в сфере твердых бытовых отходов. И в этой сфере мы практически во всех сферах усложнили работу нашим службам. И в этой сфере тоже у нас теперь нет в городе перевалочного пункта, где мусор собирается. Мы напрямую его вывозим в город Гал на свалку. Далее у нас идет очень много локаций подсветки. Мы осветили очень много улиц. Более 2500 осветительных приборов было установлено и заменено. Все это идет в рамках подготовки к курортному сезону. Более 20 локаций подсветки. Это и Карабаграта, и Эвкалипты на набережной, и Колоннада. В общем, город к курортному сезону будет очень ярким, чистым, красивым. Я думаю, это заметно уже сейчас, и жители часто благодарят наших работников за их качественно выполненную работу. Ну и к форуму экономическому, который прошел не так давно в Абхазии, большая работа была проделана администрацией. Это и озеленение, и уборка, и в целом подготовка вообще города к приему высоких гостей. Да, конечно, мы особое внимание уделяем приезду высоких гостей, и тем более таких, как экономический форум, потому что от этого зависит не только развитие нашей столицы, а развитие нашей страны в целом. И как принято, человек встречает по одежке, то есть люди приезжают, видят уютный такой красивый город, и у них сразу меняется настроение, даже несмотря на плохую погоду. Многие были удивлены и довольны. А по благоустройству, если подробнее говорить о том, какие работы по озеленению сейчас, которые идут, я знаю, что вы сейчас плотно этим вопросом, именно озеленением занимаетесь, и как раз сейчас пора, когда можно какие-то растения высаживать. Расскажите, что именно сейчас делается, и вообще администрация какие ресурсы на это тратит? Всегда людям интересно, да, сколько все это стоит, и не всем понятно, что это не дешевое удовольствие озеленения города. Ну да, благоустройство тоже делится на несколько областей, этапов. Это озеленение и благоустройство как наведение порядка там, в пешеходных частях или в локациях. Как известно, 2026 год был объявлен годом зеленых насаждений в городе Сухум. В рамках этого распоряжения было определено, что будет высажено 500 деревьев. На данный момент мы уже высадили там 287 деревьев дорогих пород, ценных пород. И как мы уже понимаем, что мы этот план перевыполним. Конечно же, это все и дорого. Дорого не только приобретать и высаживать, дорого еще и обслуживать потом. Поэтому у нас вот при администрации создана комиссия по благоустройству и озеленению. Туда приглашены все специалисты, ботаники, ученые, ландшафтные дизайнеры. И мы в каждый вопрос, каждую улицу, каждую посадку практически согласовываем с людьми, имеющими понимание в этом. И наша комиссия всегда открыта. Мы приглашаем туда журналистов, общественных деятелей, людей, кому интересно. И не всегда, конечно, до всех информация вовремя доходит. Потом вот люди потому иногда вот проявляют негодование такое, что мы там что-то где-то вырезали. Глубокая обрезка, да, например, глубокая почему? обрезка, да. Но надо же понимать, что в городской среде дерево, оно не может, как в лесу, например, произрастать в городской Коммуникации среде. различные Конечно, мешать. дерево сажают для
для человека. Оно должно создавать тень, но не должно мешать, допустим, ночному освещению. И вот в связи с этим иногда приходится обрезать красивые ветви дерева. Но это все делается только во благо человека, и мы комиссионно выезжаем на каждый участок и каждое дерево практически осматриваем. И выносим коллективное решение. Ну, и экологи, естественно, да, конечно, тоже экологи тоже. комиссия. Такого нет у нас теперь в администрации, что кто-то там один принял решение спилить дерево или посадить новое. Это все коллегиально принимается. Часто слышу от людей, а вот в советское время вот здесь росли такие деревья, почему их сейчас надо вырубать и сажать какие-то новые? Ну, во-первых, среда тоже меняется. Мы с экологами тоже говорили вот по поводу лечения пальм, о том, что почему сейчас важно деньги тратить на лечение и сохранить эти пальмы, потому что, ну, во-первых, уже какой-то сформировавшийся ландшафт, и важно, чтобы вот такой образ Сухума тоже сохранить. И, во-вторых, это дорого. В свое время были потрачены средства на то, чтобы вот в таком виде город был, и эти пальмы высаживались. Это ресурсы финансовые. Но, с другой стороны, сохранять возможное нужно, но и какие-то среда тоже меняется, да, новые болезни. И с учетом вот этих особенностей тоже новые растения нужно высаживать. Конечно, в городе растения которые высаживаются растения в городе, они имеют определенный срок службы. Далее они начинают угрожать жизнедеятельности человека, у них теряется эстетический вид. И все это надо учитывать, когда мы сажаем дерево в городе. Оно не может вечно, как в лесу, расти там 100-200 лет. А то, что касается пальм, конечно, у нас особое отношение к пальмам. Как известно, да, вот пальмы наши болеют, мы их каждый год лечим, у нас есть на это бюджет. Мы сейчас вот благодаря нашим там российским коллегам нам выделили еще технику, подарили вышку. Мы теперь уже вот сможем пальмы обрабатывать более интенсивно. К сожалению, вот мы наблюдаем такую тенденцию, что вот последние несколько лет, каждый год у нас выпадает несколько десятков пальм. И мы вот в этом году, там период лечения тоже определенные месяцы можно только лечить. И в этом году хотим усердно заняться этим вопросом. Уже занимаемся этим вопросом, и там уже с мая месяца начнем обрабатывать по нескольку раз за сезон эти пальмы, дабы сохранить их. Помимо этого мы рассматриваем варианты вместо уже погибших пальм высадить новые. Нам вот предприниматели подарили несколько пальм, уже огромных, 5-6 метровых. Мы их высадили на проспекте Леона. Будем высаживать пальмы на набережной, также у посольства на улице Айдгылара. У нас есть план, большое мероприятие, которое мы будем воплощать. Важно сохранить то, что есть с одной стороны, и, конечно же, обновлять этот зеленый, да, парк Сухума. Если перейти к благоустройству, я знаю, что обсуждался в том числе и проект, такой мастер-план транспортной инфраструктуры. Какие, может быть, ключевые изменения он может вообще принести городу? Что он подразумевает? Я знаю, что вы подключали экспертов разных и специалистов. Вообще на какой стадии этот вопрос? Когда он может быть принят? Такой мастер-план? Ну, конечно, да. У нас мы подписали соглашение с московской организацией, которая на данном этапе мониторит ситуацию в городе. Это не однодневная работа, эта работа занимает некоторое время. Изучение ситуации. У нас в городе, к сожалению, есть такие тяжелые места в транспортной инфраструктуре, в которые создают пробки. Это на улице Эшба, на выезде из города. Это в районе Турбазы, в районе пекарни там. Район рынка, наверное, район тоже. Рынка, конечно же, район рынка, центр города, вокруг школ. И вот ребята занимаются сейчас изучением этой ситуации, подсчетом количества автомобилей, автомобильных потоков, транспортных потоков, подсчетов общественного транспорта.
сколько человек на нем ездит, сколько пользуется, каким общественным транспортом пользуется. Конечно, в этом отношении, в этом плане у нас есть пробелы, но мы в этом плане тоже работаем. Сейчас, вот как известно, нам прислали 10 троллейбусов. Это очень большое подспорье. Мы и сами пользуемся троллейбусами этими новыми, стало интересно. Очень комфортная среда, люди начали пользоваться, мы восстановили движение Хубун-Маяк, и будем усиливать эти все направления. А вот то, что касается мастер-плана, то мы ждем от них уже готовых решений именно по определенным участкам и по определенным сферам тоже, как общественный транспорт, либо извоз частный, такси там, и маршрутное такси. Ну, уже какие-то предварительные ориентиры. Дороги новые у нас вряд ли будет возможность какие-то запустить, построить. Сейчас важно разгрузить, да, какие-то, может быть, сделать пешеходными какие-то зоны, чтобы разгрузить центр города, запустить какие-то маршруты общественного транспорта. Вот примерно как вы видите, как это может быть? Какие-то ориентиры, конечно, я понимаю, он не принят, но во-первых, мы обсуждаем, конечно, во-первых, это велосеть городская. Должны быть велодорожками связаны микрорайоны с центром города. Это тоже облегчит движение. Далее это хаотичная парковка. Это, конечно, вот самая главная проблема. Хаотичная парковка. То есть человек приехал, бросил машину, ушел, а эта машина мешает троллейбусу, автобусу. Из-за этого создается пробка. Вот на данном этапе то, что мы видим, мы должны усиливать работу с нашей госавтоинспекцией, с людьми самими, потому что иногда бывают такие случаи, что вообще колоссально. Мы сейчас вот занимаемся, с ребятами ходим, обсматриваем. Люди просто в центре дороги оставляют автомобиль и уходят. Перекрывают одну полосу. Это вообще полосу, такая привычная картина. Ну, будем работать в этом направлении. Резать тоже по-живому придется. Да, к сожалению, вот будут какие-то ограничения введены однозначно. Про велодорожки вы сказали, это сейчас кажется нереальным, да, для жителей Сухума, но с другой стороны, постепенно к этой культуре мы можем прийти. Появятся велодорожки, какая-то пропаганда появится тоже. Может быть, люди очень быстро переориентируются, поймут удобства. Мы на это очень рассчитываем. Да, мы на это очень рассчитываем и надеемся, потому что на самом деле и людям тоже, людей тоже можно понять, если сложно уехать на общественном транспорте, он вынужден приезжать на своем автомобиле в центр города и уезжать обратно. А то, что касается велосети, вот в рамках реконструкции набережной, у нас там на набережной появится один участок велодорожки, чуть более километра. Это будет отдельно именно вот велодорожка, с которой мы в перспективе, вот сейчас вот рассматриваем один из вариантов, обсуждаем, свяжем городскую сеть велодорожную. Поэтому будем работать, мы уже работаем в этом направлении. Скоро появится первая часть этой велодорожки. Будем смотреть. Я хочу такой Сухум видеть. Это правда прекрасная идея. Еще один интересный проект обсуждается в администрации. Это проект правил благоустройства и санитарного содержания города. Вот так, если назвать, давайте объясним нашим слушателям, что вообще это подразумевает, о чем речь. Ну, значит, о чем речь? Простым языком. Да, простым что языком. Подразумевает? Каждое там ведомство или организация, или коммерческий объект, торговый объект, магазин имеет перед собой либо палисадник, либо какую-то зеленую зону. Мы считаем, что хотя бы если даже не полностью обслуживать, но помогать городу, как это было раньше. Мы помним, как это мы в детстве у каждого в палисаднике, перед домом в палисаднике росли цветы, розы, растения, все ухаживали за этим. Мы не просим людей ни в коем случае там косить, сжигать, ломать или обрезать, строить. Мы об этом не просим. Но хотя бы элементарно поливать или что-то высадить, это же можно сделать. Далее, это самые элементарные правила. Но там также 38 страниц. Вот сейчас мы разрабатываем проект. Все взаимоотношения между жителями и администрацией мы
хотим прописать там. Потому что все просто взять и бросить на службы администрации тоже тяжело. Конечно, я повторюсь еще раз, во всех сферах деятельности наших коммунальных служб усложнили работу, но это не значит, что мы можем усложнять ее бесконечно. Нам нужна помощь населения, помощь ведомственных организаций, помощь торговых объектов, да. Ну и мы, конечно же, из себя вот эту ответственность не снимаем. Мы любим всегда говорить, что вот нам должны сделать. Но мы забываем о том, что у населения тоже долги накопились перед администрацией. И за воду, и за вывоз мусора, и за какие-то другие коммунальные платежи. И это тоже часть нашей ответственности, с которой нужно работать. Платежная дисциплина. Когда мы последний раз вообще за мусор платили, за воду платили, когда нам нужно что-то оформить, мы об этом вспоминаем. Вот эта работа с населением, она тоже должна вестись, потому что администрации нужны ресурсы. Помимо налогов, вот эта часть тоже одна из статей поступления средств в бюджет города. Ну, я считаю, что, конечно, все вы правильно сказали, что нужно увеличить платежеспособность, то есть платежи. В этом направлении мы тоже двигаемся. У нас тоже создана комиссия, куда входят начальники управ, куда входят начальники коммунальных служб, которые обслуживают население. К сожалению, да, у нас там, вот вы сказали за мусор, у нас среди физических лиц собираемость там в районе 17-20%. И все это мы датируем с бюджета города. И получается, что мы вместо того, чтобы там делать больше тротуаров, больше освещения, мы просто тратим эти деньги на вывоз мусора, потому что кто-то там не платит за это. Но с другой стороны, мы тоже понимаем, что мы в полном объеме там все это время администрация, возможно, не оказывала все на должном услуги, уровне. Да, на должном уровне. Мы сейчас, работая с населением, хотим вернуть доверие к администрации. Вот потом уже нам, я считаю, будет легче с них требовать в полном объеме. Есть вещи, которые, конечно, мы обязаны требовать здесь и сейчас, но есть вещи, которые мы должны немного поднять уровень социальных услуг, которые мы оказываем, чтобы требовать еще больше. И поднятие тарифов в том числе, которые у нас там уже 20 лет не поднимались, и собираемость тоже. А тарифы действительно реалиям не соответствуют. Там очень смешные суммы. Я помню, когда мы делали материал про мусор, про бытовые отходы, вот были удивлены этими ставками. Очень смешные суммы. Причем люди десятилетиями не платят. И иногда слышу от горожан, вот за воду, почему я должен платить за воду? Вода у нас вот в Абхазии полно источников воды, течет в кране, зачем я за это должен платить? Вот правда, не все понимают, каким образом вода в кране появляется. Потому что это большой труд людей, это коммуникации, которые нужно постоянно обслуживать. Вода в кране тоже не бесплатна, вот о чем. Вода в кране не бесплатна, и вообще у нас водоканал — это фантастическая организация, не постесняюсь этого слова. Иногда вы видели мне эти кажется, кадры тружеников? Да, что вода чудом из крана идет. Но на самом деле это огромная организация с огромными затратами, с кучей там скважин в разных регионах города, с кучей подстанций, насосных станций, трансформаторов. Элементарно они там за свет, за воду собирают, да, там в порядка 6 миллионов, а за свет только водоканал должен оплачивать 60 миллионов. Колоссальная разница только вот на таких вот мелочах. А если дальше говорить, у нас там больше 60 километров водопроводных труб, больше 50 километров канализационных труб, и все это вот надо обслуживать. Оно имеет гарантийный срок службы, и гарантийный срок службы практически всех наших коммуникаций уже прошел, и мы вот занимаемся латанием дыр, к сожалению. И экстренным латанием. Чаще всего аварии происходят, потому что, как вы сказали, срок эксплуатации уже давно истек. В общем, хочется, да, вот чтобы быть объективными, да, и население в какой-то степени не ответственно относится к платежам, и
Администрации мы требуем, но должны тоже этот момент понимать. А мне что понравилось по поводу проекта правил благоустройства санитарного содержания города? Вы хотите провести общественные слушания, Да, конечно. чтобы услышать мнение горожан. И мне кажется, вот этот вопрос, он позволяет снять некое напряжение. Потом, почему сделали так, а почему такое решение приняли? Это потом позволит вам уже действовать более уверенно. Да, конечно, мы, помимо этих правил, мы вообще все, что делаем, стараемся выносить в общество, обсуждать. И комиссии по благоустройству, и комиссии по озеленению, и вот комиссия по тарифам даже, которая есть, мы тоже туда приглашаем общественных деятелей. То, что касается правил, мы разослали всем людям, кому интересно, кто проявил инициативу, еще раз, в институте ботаники, в ботанический сад, в экологию, общественным деятелям, кто заинтересован, кто приходит, проявляет инициативу. И на сайте мы тоже, наверное, сейчас прорабатываем, уже какой-то определенный вариант тоже будем выкладывать. Хочется, чтобы каждый принял участие в этом. Это же не только администрация нужна, это нужно каждому Горожанам, человеку, да? горожанам, Каждому. будущим поколениям. Нельзя просто прийти на дерево, повесить какой-то столб. Для этого есть фонарный столб или наоборот. Все это должно быть прописано, учтено, и люди должны понимать, как пользоваться тем или иным услугами. В общем, четкие правила, которые будут понятны всем сторонам. Да, конечно. И это, конечно, вам Там будут и правила, облегчит, да? и наказания. Да, правила и обязанности, скажем так, помягче. Да. Константин Эдуардович, Константин Даурович, прошу прощения, немного времени до конца беседы остается. Вот к сезону сейчас для туристов что-то, может быть, делается? Про транспорт мы немножко с вами поговорили. Может быть, маршруты будут расширены, чтобы в вечернее время люди могли добираться в центр города из нового района. Сейчас, кстати, частный сектор тоже активно в туристический бизнес вовлекается. Может быть, какие-то такие идеи администрация Да, конечно. У рассматривает? нас мы уже с транспортниками проговаривали, чтобы увеличить время работы, конечно, общественного транспорта на летний период. На новом районе, кстати, мы тоже благодаря коллегам из Нижнего Новгорода обустроили шикарный, я считаю, сквер. Парк красивый, да, действительно. Парк вообще Видела, супер. была. Да, это тоже дополнительная точка притяжения. Если раньше там ни один турист не хотел ехать на новый район, сегодня уже все хотят поехать, посмотреть. Мы уже несколько раз сталкивались лично с этим. Далее мы будем благоустраивать, как известно, у нас набережная готовится к курортному сезону. Мы работаем в полном объеме. Сейчас готовим транзитный маршрут на исторической части набережной для гостей столицы, чтобы люди могли не просто там по раскопкам пройти, будет организованный маршрут со смотровыми площадками, чтобы каждый мог прийти посмотреть, что там происходит, какие там крепости, какого века. Как стало понятно, там очень богатая история от 1 века и дальше. Каждый век там находятся находки. Далее мы будем благоустраивать. У нас есть еще один этап благоустройства набережной. Это в районе бывших санаториев ПВО и МВО. На этот сезон мы собираемся благоустроить по минимуму, чтобы люди могли просто транзитом проходить, тоже осматривать. А в следующем году уже есть договоренность с новыми собственниками этих санаториев страны души, что они за свой счет тоже будут реконструировать эту часть набережной, чтобы она тоже была похожа на новую реконструированную уже набережную. И если можно, уточнение про транзит, вы говорите, транзитные туристы, что это, чтобы не было недопонимания? Транзитный проход будет. То есть сейчас там ведутся раскопки, всем известно, что в связи с находками археологическими на исторической части набережной от кафе «Пингвина» до кафе «Эдем» продлены сроки раскопок и, соответственно, продлены сроки сдачи набережной. Поэтому мы сейчас через
Сухумскую крепость, делаем транзитный проход, то есть временный, конечно, вот так да. назовем, и Да, чтобы люди могли чтобы наблюдать эту красоту. не упирались там в тупик или в какие-то раскопки, они смогут цивилизованным путем по настилу уже пройти, посмотреть. Там же будет организовано 3 смотровые площадки, чтобы они могли выйти именно к раскопкам, именно к исторической части набережной. И увидеть все своими глазами. Да. Это прекрасная идея. Константин Даурович, спасибо, что были с нами. Благодарю за интервью. Спасибо. А До нашим свидания. слушателям напомню, у нас в гостях был замглавы администрации Сухума Константин Тарба. Мы говорили о том, как столица готовится к курортному сезону.